оценивать свой успех очень трудно. То есть мы проделали очень огромный путь для того, чтобы проект реализовался. Да. Доля удачи, естественно, присутствует, но без огромной проделанной работы никогда ничего не получается. Мы еще на стадии проекта фильма много его презентовали как за рубежом, так и в Украине, для того, чтобы уже люди, потенциальные партнеры, и так как и фестивали, так и дистрибьюторы уже знали, что будет такое кино, и могли за ним следить. Да? То есть, и уже когда подтвердилось финансирование, мы отсняли фильм, продолжились переговоры с международными селс-агентами, это людьми, которые продают права на твое кино по всему миру, так и с дистрибьюторами. То есть, и мы добились того, что мы подписали договор с селс-агентом Wildbench. Это крупнейший селс-агент в мире арт-мейнстрима. То есть, и это большой успех. Это первый украинский проект, который был подписан с ними. Проводили переговоры со всеми крупнейшими кинофестивалями, но очень приятно, что Каннский кинофестиваль посчитал необходимым показать нашу работу в своей конкурсной программе, так это знак, такой, скажем, качества и признак хорошего тона. И для нас это была очень хорошая возможность заявить о себе как возможно лучше, да, чтобы нашу работу заметили. И Каннский фестиваль — это лучшая площадка для кино в мире. И мы очень рады, что мы имели такую возможность. Ну, как мне кажется, здесь хорошее соединение отличной драматургии, очень сдержанно чувственной истории взаимоотношений отца с сыном, которая, мне кажется, будет понятна каждому. Тем, что она начинается как очень локальная такая история одной патриархальной крымско-татарской семьи, а внутри себя вырастает в историю, которая, ну, как я уже говорил, наверняка будет понятна любому человеку везде. Вот. Своим драматизмом, своей, наверное, чувственностью, жесткостью и в то же время, ну, в какой-то мере и бессилием одного из главных героев. В хорошей драматургии, в профессиональной замечательной команде во главе с режиссером и в четком понимании продюсера этого пути, достаточно непростого по созданию фильма, да, в четком, ярком, содержательном и с точки зрения смысла, и с точки зрения картинки, отборе локаций. Вот. Ну и, конечно же, щепотка удачи. Следующий фильм будет уже не о крымских татарах. Это будет, скажем, кино про современную Украину. Пока о чем оно будет и в какой форме оно будет, я говорить не могу, так как он только находится на стадии разработки.